Ситуация с распространением COVID-19 в республике ухудшается. Сколько новых случаев заболевания коронавирусом? Вирус прорвался в медцентр. Скандальную аудиозапись, распространяемую через WhatsApp, прокомментировали в медучреждении. Мост через Лену завершен один из первых этапов инженерно-геологических изысканий. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Владимир Путин заявил об осложнении обстановки с коронавирусом в стране. Увеличивается число заболевших, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, сказал глава государства. Помимо этого, президент заявил, что ближайшие 2 недели станут определяющими в борьбе против коронавируса в стране. Кроме того, Путин заявил о необходимости предоставления объективного прогноза по ситуации с распространением вируса для возможности действовать на упреждение. По состоянию на 13 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1470 человек выздоровели, 148 скончались. Для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается именно действовать именно таким образом, нам нужен хороший профессиональный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3, 7, 10 дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно. Третье. Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий. Усложняется ситуация в Якутии. Об этом сегодня заявил глава региона Айсан Николаев. Причиной обострения ситуации является случай в травматологическом центре Санкт-Петербурга, где под подозрением заражения находится более 1000 человек. В марте там проходили лечение 10 человек из Якутии. Накануне подтвердились анализы пары из Горного. А сегодня стало известно, что в Вилюйском улусе находится еще одна пациентка вышеназванного медучреждения. И вот как раз семейная пара из Горного улуса, которая сегодня, можно сказать, официально уже можно сказать, что они больны коронавирусной инфекцией, они проходили там лечение. И женщина сегодня уже, мы тоже можем сказать точно, она тоже имеет уже положительный анализ по коронавирусной инфекции из Вилюйского улуса, которая проходила там тоже лечение. К сожалению, тоже вот там, судя по всему, эту инфекцию и получила. Поэтому все остальные граждане, которые у нас лечились в Санкт-Петербурге, в этом травматологическом центре, тоже выяснено. У всех взяты анализы, но обработка их будет проходить в течение этой недели. 2 новых случая коронавируса выявили в Алдане. Там муж женщины, которая прилетела из Кисловодска. Второй случай – директор рынка в городе. Кроме этого, в Ленске выявлен очаг заражения на одном из участков вахтовых поселков «Газпрома». Айсан Николаев добавил, что 1 человек в Якутске находится также под подозрением на коронавирус. По данным на 14 апреля в Якутии официально подтверждено 32 случая коронавируса. Под наблюдением врачей находится 19 заболевших, 13 человек выздоровели. У нас 3 случая подтвержденных. Они у нас проходят лечение в Ленске. 3 работника «Газпрома», в том числе, есть и уроженцы Ленского района среди них. Вот, еще 3 под подозрением тоже находятся в Ленской районной больнице. Вчера в результате работы нашего оперативного штаба и руководства «Газпром» Добыча-Ноябрьска уже прилетел самолет специально с врачами из Ноябрьска. Они на месте в вахтовом поселке отбирают анализы у всех, имевших контакты с больными, проводится первичный осмотр, и мы думаем, что часть тех, которые будут под серьезным подозрением по уже решению врачей, часть уже будет вывозиться в Ноябрьск самолетами «Газпрома». Работа эта будет продолжаться, и, конечно же, въезд-выезд из поселка сегодня закрыт. Вахта проводятся также все противоэпидемические мероприятия. Я уверен, что во взаимодействии с оперативным штабом республики и района «Газпром» проблему ликвидации очага заражения решит в ближайшие дни.
О ситуации в Алдане готов рассказать наш корреспондент Руслан Павлов. Руслан, приветствую, тебе слово. Здравствуйте, Юля. Как мы уже сообщали, за последние сутки в Алдане зарегистрировано еще 2 случая коронавируса. Пациенты помещены в обсерватор. Глава района Северин Поздняков в очередной раз обратился к населению соблюдать меры безопасности и не выходить из дома. На территории у нас действует, на территории города Алдана действует режим карантина. Карантин предполагает под собой ограничения как на передвижение, так и на хождение людей по городу, на личном транспорте и так далее. Все распоряжения, в том числе глава республики, издал распоряжение, на основании которого мы действуем. Есть предприятия жизнеобеспечения, которые сейчас работают в городе Алдане. Сейчас мы выстраиваем их работу, чтобы жителям было удобно. У нас есть волонтеры в количестве 69 человек, которые также доставляют продукты питания. И по телефонам горячей линии люди, которые нуждающиеся, могут позвонить и, соответственно, заказать те или иные продукты, либо лекарственные средства для их доставки. Эту всю работу мы сейчас выстраиваем для того, чтобы людям было не то что максимально комфортно, но удобно проходить режим карантина, потому что многие из них ограничены в движениях и выходе на улицу. Эпидемиологи прогнозируют рост заболеваемости. В этой связи к концу недели в Алдане будет развернута лаборатория по выявлению COVID-19 на базе Алданского центра СПИД. На сегодняшний день в Алданском районе действует 2 обсерватора. Один находится на базе школы 8-го вида поселка Нижний Куранах. Он сейчас пустой, готов к приему людей. И в городе Алдан это общежитие медицинского колледжа. 130 мест, из них сейчас занято 77 мест. По наличию лаборатории на территории Алданского района мы ее экстренно разворачиваем. И при благоприятном стечении обстоятельств в пятницу она уже будет работать. То есть мы сможем отслеживать инфицированных уже здесь по месту и отправлять только на подтверждение в город Якутск. Между тем, люди забывают о безопасности и ответственности, когда это касается лично их. Так случилось сегодня в городской администрации, когда выдавали пропуски на транспорт. Люди буквально толпились в ожидании получить заветный документ. Здравствуйте. А вы знаете, что такое засилие народа? Это несоблюдение профилактических мер? Знаем. А почему вы вот так здесь находитесь? Потому что работа нас не останавливает. Зачем вы сюда пришли? Пропуска на машины получить, чтобы возможность производить свою работу, поставку топлива, необходимые места. Мы поставляем топливо на СГК, на городки, поставляем топливо на различные предприятия, на различные заправки. Поэтому, если мы деятельность становим, это у нас как бы жизнеобеспечение. Усиливаются и меры самоизоляции. Так, Алданская центральная районная больница разместила своих работников из поселков Ленинский и Лебединый в общежитии Алданского политехникума. Теперь они будут жить и работать здесь и не контактировать со своими семьями. Действительно, с микрорайона Солнечный и с поселка Ленинский и Лебединый на сегодняшний день организована доставка специалистов до работы. И, соответственно, в ближайшее время будет в городе курсировать маршрут, который будет обслуживать наших специалистов, то есть тоже доставлять до работы. Для тех специалистов, которые ездят к нам на работу с ближайших населенных пунктов, мы организовали общежитие, где они будут жить. Соответственно, и для них будет организован маршрут, который будет курсировать по городу Алдан и, соответственно, доставлять их до места работы. А здесь они где будут жить? Они будут жить в общежитии. Ситуация действительно непростая. Мы следим за ее развитием. Юля. Спасибо, Руслан. Я напомню, это был наш корреспондент Руслан Павлов. В социальных сетях обсуждается анонимная аудиозапись, распространяемая через WhatsApp, где сообщается, что вирус прорвался в медцентр. Администрация учреждения официально сообщает, что информация представлена в искаженном виде и не соответствует объективной действительности. 11 апреля машиной скорой медицинской помощи был доставлен пациент, которому на уровне приемного отделения была проведена согласно стандарту необходимая диагностика, в том числе и рентгеновская компьютерная томография. По результатам обследования больной был госпитализирован
госпитализирован в республиканскую больницу с подозрением на осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией. При этом пациента не переводили в реанимационное отделение клинического центра. Администрация медцентра оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы и в прокуратуру для соответствующей оценки действий врача. О состоянии пациентов республиканской больницы с диагнозом коронавирус расскажет главный врач Николай Васильев. Сегодня, 14 апреля, в инфекционном отделении Якутской республиканской клинической больницы находится 7 пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции. Состояние 4 пациентов расценивается как средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Лечебно-диагностические мероприятия проводятся в полном объеме. Уважаемые горожане и гости столицы, по данным официальных источников, вы знаете, что в республике регистрируются новые случаи заражения вирусом COVID-19. Поэтому мы, медицинские работники, настоятельно просим вас оставаться дома, соблюдать режим изоляции и правила личной гигиены. Владыка якутский Ленский Роман обратился к якутянам в эфире нашего телеканала. Он призвал верующих в это непростое время оставаться в самоизоляции и назвал этот способ самым действенным в борьбе с распространением опасной инфекции. Мы, священники Якутской епархии, тоже просим вас, насколько это можно, оставайтесь дома. Потому как через самоизоляцию вы спасете ближних своих и самих себя. На это время необходимо воздержаться и от хождения в храм. Это временная мера, увы, печальная, но временная. И вместе с тем духовная жизнь не должна ослабевать в каждом человеке. В Якутию поступила партия экспресс-тестов для диагностики COVID-19, которую безвозмездно передала акционерная компания «Алроса». Республика получила 70 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции для исследований в Якутске и Мирном. Исследования по новым тестам будут проводиться в лаборатории Республиканской клинической больницы номер 3. Особенность тест-системы в том, что сокращается время исследования в 3 раза, тогда как в среднем требуется 6 часов для получения результата. 70 тысяч тестов инновационных, изготовленных компанией Generium, которые затраты на выполнение, с помощью которых анализов сокращаются в 3 раза, то есть около часа. Безвозмездно эти тесты, экспресс-тесты поставила компания «Алроса». Поступление тестов будет продолжаться. Это поступление считается первой партией. Пожар в Чернобыле, день 10-й. С огнем в зоне отчуждения на Украине борются авиация, спецтехника и 3 сотни пожарных, рассказывает Артем Сторонов. Пожарная ситуация в районе Чернобыльской АЭС резко ухудшилась. Огонь в зоне отчуждения бушует уже 10-й день. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в понедельник продолжает бороться с пламенем, которое распространилось на площади около 3500 гектаров. В операции задействованы более 300 сотрудников МЧС, 3 самолета и 3 вертолета. Сброшено 306 тонн воды. В первые дни возгорания уровень радиации вырос в 16,5 раз. Однако, по данным Государственного агентства управления зоной отчуждения, впоследствии фон пришел в норму. Впрочем, на линии огня концентрация радионуклидов в воздухе возрастает. Это несет риски для пожарных. Их работу осложняет также сухая и ветреная погода. Ранее полиция Киевской области сообщила, что задержала подозреваемого, по вине которого начался пожар. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Он признался, что в 3 местах поджег траву и мусор. Однако власти подозревают, что такое масштабное бедствие могла устроить группа злоумышленников. В нацполицию поступил запрос начать расследование. 34 года назад в 4-м реакторе АЭС произошел взрыв. Авария стала самой страшной техногенной катастрофой в мире. Зона отчуждения в радиусе 30 километров от эпицентра с тех пор находится под строгим контролем. Участок соснового леса вырубили, однако на том месте успели вырасти новые деревья.
А в Якутске пожарным удалось спасти 4 магазина. Сегодня утром в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в торговом здании по улице Рыдзинского. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты из-под кровли был виден черный дым. В результате пожара огнем повреждены 2 магазина и кровля на общей площади 100 квадратных метров. Спасены 4 магазина. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 7 единиц техники и 34 человека личного состава. Переправы через Лену вблизи столицы региона закрыты. С сегодняшнего дня проезд запрещен для всех видов транспорта на автозимниках Якутск-Нижний Бестях, Хатас-Павловск и Кангалас-Сотинцы. Такие меры связаны с резким ухудшением состояния ледовых автозимников, вызванные аномальным потеплением. МЧС Якутии объявила о закрытии в целях безопасности пользователей автодорог. Также сотрудники ГИМС проводят рейды, в ходе которых информируют водителей о прекращении работы переправ. А уже завтра инспектировать места ледовых переправ начнет административная комиссия. Сегодня, согласно приказа Минтранса, закрытие ледовых переправ в черте города Якутска. Федеральной по направлению Якутск-Нижний Бестях через реку Лена и 2 республиканских через реку Лена по направлениям Хатас-Павловск, Кангалас-Сотинцы. Сообщение не будет прервано. Сообщение между столицей городом Якутском и Заречной группой районов будет осуществляться на судах на воздушной подушке и также авиаперевозками. С 15 апреля планируется закрытие основной части ледовых переправ на территории Республики Саха-Якутия. Останутся северные арктические районы, это 5. Момский, Аймиконский, Оленёкский, Верхнеколымский и Жиганский районы. Тем временем на месте строительства моста через Лену в районе Якутска завершен один из первых этапов инженерно-геологических изысканий по отбору грунта в местах предполагаемого расположения опор. Для этого на реке был предварительно наморожен дополнительный ледяной покров, способный выдержать работу нескольких буровых установок. Перед началом весеннего ледохода избыточный лед необходимо рекультивировать для предотвращения возможных заторов и обеспечения безопасности близлежащих населенных пунктов. Не переключайтесь и будьте в курсе главных событий.